В Киеве разразился громкий скандал после того, как полиция упаковала неонацистов из 14 на митинге Юлии Тимошенко. Те в ответ бросились штурмовать райотдел, откуда их выбил спецназ с криками «Ложись, Бандера!». После этой фразы МВД, Незалежной, едва ли не обвинили в гасизме, и руководство ведомства поспешило отмежеваться от неудобной темы, запустив покаянный флешмоб «Я, бандеровец». Причем силовые действия полицейского, бил лежащих националистов ногами, здесь просто повод. На самом деле очевидно, что его травят именно за антибандеровские слова. Украинское издание «Страна» УА выяснила, что об этом думают простые полицейские. Алексей З. Младший лейтенант полиции, подразделение специального назначения. То, что произошло после задержания с 14, извинения генералов и признание в том, что они бандеровцы, это настоящее предательство. Своих подчиненных, тех, кого они бросают под танки. Неужели кто-то думает, что мои коллеги под Подольским отделом полиции действовали без приказа? Я бы тоже крикнул «Ложись, Бандера!», я стоял на Банковой в 2014 году. И прекрасно помню, как мне кирпичи в голову прилетали. И как по нам, правосеки, звездочка из-под тишка стреляли. Сколько пацанов в погонах тогда погибло, никто не считал. Почему не судят тех, кто в 14 валил наглухо ментов? Юрик. Капрал полиции, Киевская область, извинения перед боевиками и хулиганами, это днище. Крикнуть «Ложись, Бандера!» вовсе не преступление, где в УК написано, что в этих словах есть состав преступления. Скорее всего, мы видим перед собой какую-то операцию, цель которой отстранить полицию от наведения порядка, унизить полицейских и дать волю беспредельщикам-активистам. К чему приводят такие действия, все давно знают. Ярослав, лейтенант полиции особого назначения, опять полицию втягивают в свои игры подонки-политики. Извинения начальства и паскудные постики вроде «я полицейский» и «я бандеровец» после задержания реальных боевиков роняют авторитет полиции ниже плинтуса. Кстати, я тоже АТО прошел, хотя несколько месяцев на Институтской и Грушевского стоял, выполняя свой долг. Таких, как я, среди ментов много, которые ушли воевать после Майдана в АТО. И я понимаю того, кто это крикнул: мы воевали не за Бандеру и не за нынешнее правительство, а за Украину.
Все эти с 14 и прочие активисты, в большинстве своем, из школоты, в окопах не сидели. Артур Старший лейтенант полиции, я лучше уволюсь и погоны свои сожгу, чем извиняться перед гопниками из 14 буду. Шкиряк и Князев пускай извиняются, это их право. Но прежде чем извиниться и написать «я, бандеровец», пусть вспомнят, что за ними стоят тысячи сержантов и офицеров, которых режут, стреляют, убивают на улицах. Почему генералы не извинились публично после побоища в Княжичах, когда несколько полицейских были убиты? Почему генералы не извиняются, когда хулиганы из числа активистов бьют полицейских открыто? А потом этих активистов отпускают и гладят по головке, мол, ошибочка вышла, уж не в защите. Максим Р. Сержант патрульной полиции, думаю, выкрикивал «Ложись, Бандера», человек из так называемой новой старой полиции. То есть из тех, кто служил в милиции до Майдана. Не секрет, что сейчас негласно полиция делится на новую и старую новую. Не раз слышал от бывших милиционеров, которые потом в полицию пришли, что их на Майдане предала власть, они стояли за правительство по приказу. А потом на них навешали всех собак и сделали виноватыми во всем, от убийства активистов до расстрела на Институтской. Но даже мои коллеги из патрульки, не служившие в милиции, согласны с тем, что эти извинения опускают авторитет полиции.